Здорово, Баларун, дорогие подписчики! Вы на канале Бай Балалай. Снимая выпуск, который вы посмотрите буквально через несколько секунд, мы хотели приостановить съемки на середине выпуска, потому что выпуск неожиданно из такого позитивного ключа стал очень личным и откровенным. Раскрылись такие подробности, от которых, в мороз бросает. Такого не должно быть. Но спасибо нашим героям, что они согласились продолжить выпуск и дошли до конца. Ну, вроде все сказал, остальное увидите в выпуске. Приятного вам просмотра. И не забывайте подписаться на канал. Это нужно, важно, обязательно. Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Здрасте. Меня зовут Тимур, мне 16 лет. Вот моя мама, Виктория, ей... Я сама скажу. Ей 25. Ну так вот. Привет, меня зовут Виктория, мне 25. Ну тогда во сколько я тебя родила? Когда я у тебя задавал в 9 лет такие вопросы, ты говорила то, что тебе 20 там с чем-то, я такой, ничего себе, у меня мама такая молодая. Все, каждый год думал, что мне 20 лет. Насколько вы с друг другом откровенны? Максимально. Чересчур. Да. Мама, почему у меня лобковые волосы, когда я их побрил, они так колятся? Да, мне было так его говорю, там у тебя раздражения нету. Такой присыпкой может сделать. Я делилась. Она откровенничает каждый день, типа, эти тупорылые, работники. Ты это такое не говори. Я с ним советовалась о последних отношениях, да, своих? Да. Да, которые закончились. Ну, ты очень хорошо сказал. Ты сказал, что ты более спокойна и гармонична, когда ты одна. Сегодня вы будете отвечать на вопросы, которые придумали мы. Если вы не отвечаете на вопрос, то вы отдаете 250 рублей другому участнику. Ну что ж, поехали. Я теперь настроен азартно. Зря вы это сказали. Серьезно? Камень, ножницы, бумага, юцефа. Отвернешься ли ты от меня, если узнаешь, что я бью свою жену или девушку? Какой ужасный вопрос! Как можно додуматься до такого вопроса? Я не отвернусь от тебя, но... Будешь осуждающе смотреть, да? Якутским взглядом жестким. Все. Нет, я сделаю все, чтобы исправить. Ну, то есть, сперва с тобой поговорю, потом с женой поговорю. Ну, это ужасно. Такого не будет. Да. Обещаешь? Да. Меня слишком сильно хорошо воспитали для того, чтобы я бил свою жену либо девушку. Золотое у тебя воспитание, у тебя вообще рука даже на мух не должна подниматься. А ты что думаешь по поводу мужчин, которые бьют своих женщин? Мужчины, которые бьют своих женщин, это чаще всего это обиженные на жизнь люди, которые ничего ни в чем не преисполнились, приходят домой и всю свою злость, весь свой негатив просто сбрасывают на своих либо детей, либо на своих жен. Вот такое вот у меня мнение. Я не отвернусь, я попытаюсь помочь ему, его семье, жене, чтобы все стало хорошо. Ни в коем случае как-то, отворачиваться, это что за бред? Я же не могу, это же мой сын, я его воспитала, я его родила. Наверное, я даже почувствовала бы себя как-то виноватой в этой ситуации, что он такой. Почему мне не удалось построить отношения с твоим отчимом? Почему тебе не удалось это? Или почему мне не удалось? Почему мне не удалось почему построить? тебе? Да. Я вышла замуж, когда тебе было... Мне было тогда 9 лет. Да, в 5 классе учился, я только переехал в Иркутск из Сунтаров. Он с нами жил, да? Он мой отчим. И... Странно. Да, странно, почему у него... Какой-то мужик появился в нашем доме. Знакомились мы с прочим, вот так вот просто, здорово, меня вот так вот зовут, меня зовут Тимур, я сын твоей жены, вот. Мне еще, помню, что-то купил, мороженое, что ли, что-то такое, чтобы отношения начались нормальные. Вау, ничего себе, вот сейчас мы будем покупать нормально. Мороженое. Расскажи всю правду. У меня отчим, я когда к нему постоянно приходил, то ли за советом, то ли за каким-нибудь этим, либо когда он приходил и видел то, что я что-то неправильное делаю, он всегда звал тебя. Он не хотел что-то сам со мной что-то возиться. Помнишь, он меня... мы не построили отношения? Не-не-не, он же еще помнишь, отвозил меня на карате? А он еще говорил, то, что мы опоздали, я грустно такой сидел, а он начинает мне втирать, то, что, зачем ты в карате-то идешь, не понадобится она тебе. Начал
Вообще, блин, я тогда такое уважение к отчиму своему потерял, потому что, ну, блин, сам не хочет отвозить, потом вот убеждает меня в том, что карате мне не надо. А почему ты мне не рассказывал об этом? Женщина же не может там сказать, как должен поступать мужчина. Я тогда вообще так офигевал от того, что взрослый мужик, мой отчим, не может нормально ответить на мои вопросы, потому что, ну, типа, просто он не хочет. А я почему не построила? Ну, потому что ты знаешь, что в любом случае у нас отношений нормальных не будет, потому что я его как мужика не считаю. То есть ты виноват в том, что мы не построили отношения? Да, я виноват, да. Ты как-то ответил, мне кажется, ты мне должен 250 рублей. В смысле, Ты нет? что-то про себя рассказала, а про нас ничего не рассказала. Ничего себе, в смысле? Ну смотри, не получилось, потому что мама смотрит то, что я, например, когда подхожу к Руслану, я такой просто всегда от Руслана отходил, я всегда грустный был. Ну, типа на эту тему. Давай без меня. Блин, Волан-де-Морту ты подходила. Почему Гарри Поттер от тебя постоянно Волан-де-Морт постоянно грустный отходит? Потом Волан-де-Морт отвечает. Нет, ну ты опять на себя одеяло тянешь. Почему я не смогла построить отношения с ним? Я не знаю. Типа, я не могу сказать, что почему ты не смогла. Ну я была хорошей женой. Как ты Ну, думаешь? да. Ну, конечно, порой были там всякие косяки, но это что, тут без ошибок. Никак. Ну, много косяков. Ладно. На самом деле ты не виноват. Я хочу тебе сказать, что ты вообще... Да не нет, виноват. я не говорю то, что я не Ну, виноват. я помню, что вы вообще не ладили. То есть, как бы, он из другого теста, ты из другого теста, Ну, и ты постоянно еще заступался за меня. Всегда лез со своим мнением. Да, потому что я считал, что он не прав. Я подходил, говорил, нет, Но ты он не все прав. время был неправ. А как же мужская солидарность? Там? У тебя не было такое чувство, что типа нужно его поддержать? Нет, чтобы вообще, абсолютно как-то наладить нет. с ним отношения? Я человек, если я вижу то, что человек не прав, я ему прямо говорю, ты не прав, вот давай я объясню, почему ты не прав. И потом начинаю приводить аргументы, а он не принимал этого, я не считал его как за мужика, потому что он просто не хочет принимать мои аргументы, типа в его сторону. И он просто отказывается, и такой говорит, нет, ты не прав, если хочешь дальше со мной спорить, я, скажу твоей маме, что она тебя поругает, вот. Я тогда хочу тебе сказать, в свою очередь, что ты не виноват. Я знаю. Отлично. Почему ты решила послушать бабушку и воспитывать меня одна? Может, это ошибка? Короче, в далеком 2004 году я забеременела тобой. На самом деле, вообще я никому никогда не говорила. Типа, мы говорили, что я случайно, залетела. А на самом деле это было очень запланировано. И ты очень желанный ребенок. Правда. Но только не надо говорить об этом бабушке. Потому что бабушка, я думала, она меня будет ругать, что? Я ей позвонила, сказала, вот, я жду ребенка. И она так обрадовалась, прям, все, я за тобой приеду завтра, ты где там, что? Вообще не спрашивала ни про отца, ничего там. Ну, когда приехала, она спрашивала, когда приехали за мной. Ну, че, да? Так спросила. Я такая, да. Ладно, пусть он здесь останется, а мы тебя заберем. Ну, я была очень, так скажем, молодая, неопытная. Я получается, я послушала бабушку. Я так обрадовалась, что мама меня не ругала, что я вообще готова была на все, что она скажет. Ты меня понимаешь? Ну, в принципе, я был желанным ребенком в сфере того, что я бабушку очень хотела, сидела такая, пожалуйста, дайте мне внука. Я хочу внука, быстрее. И вот, моя мама забеременела. Первый внук. Ошибка это не ошибка, я не могу сказать, если честно. В любом случае, я сейчас понимаю, что это решение двух людей. А тут решение было принято одним человеком. Нет, я не считаю это ошибкой. Вот только то, что все равно я очень как-то жалела и какое-то время, помню, испытывала чувство вины, что у моего ребенка нету отца. А если бы я ему позвонила, а если бы я ему как-то сказала, что у него есть сын. Я все время думала об этом, но как-то не удавалось это все сделать. Когда познакомились, первое, что он мне сказал, знаешь, жестко смотрел мне в глаза, детка, я хочу от тебя сына. И вот свершилось чудо. И вот свершилось чудо. Ты считаешь себя красивым? О боже, да, какой же я красивый!
Просто благодарю свою мать за то, что она родила меня такой красивой, блин, мои волосы просто такие классные, шикарные, мое лицо, мой подбородок, ну, конечно, нос у меня, конечно, не очень, но все равно... А что, нос не Ну, блин, очень? вот видишь, типа, у меня тут этот горбик такой как-то, или что, как это называется у моего носа. Ну, вот говорят, что он у меня большой как-то слишком, но мое телосложение спортивное, типа, вот, я могу там вот в зал ходить, там, качаться, вот, просто туда-сюда бегать. Я уже Я могу говорить о себе Да, бесконечно. соблазнил уже немало девушек. Так что, да, я считаю себя красивым. Он любит, когда я его помогаю волосы так делать, вот так, вот так. Потом бровки так расчесываем, да? Да. Ты Вот были. знаете, ребята, если я буду президентом и буду выступать на какие-нибудь там в телевизоре на миллион людей, я обязательно буду звать маму для того, чтобы она мне волосы поправила. Одно событие, которое ты бы хотела вычеркнуть из жизни. О, так и знала, что будет такой вопрос. Я даже думала о том, что интересно, каким образом это, спросят, что это может всплыть. Я была очень маленькая, хорошая девочка, и ужасные вещи со мной произошли. Хотела бы, чтобы ни одна девочка в мире не испытала, ни девочка, ни девушка, такие переживания, такую боль, такую печаль, грусть. Я никогда об этом в жизни никому не говорила, правда. В общем, я... Когда была маленькой, совсем молодой девочкой, в 18-19 лет, я пережила изнасилование. Я вообще иногда, задавалась вопросом, как я вообще это пережила. На тот момент было много девушек, которые это пережили. Мы жили в общаге, мы были студентками, мы как-то друг друга поддержали. И представляете, эти люди вообще не понесли наказание. Они нас пугали, и мы боялись кому-либо сказать, и поэтому я даже не закончила свое образование там мирно, когда училась. Наверное, на год закрылась, даже больше. Я помню, что вот мне хотелось как-то поддержать тех девушек, с которыми это тоже случилось. Я не показывала, что там. Я говорила, что это можно пережить, что... это тяжело, да, это тяжело. Не знаю, как я это пережила. Правда. В принципе, хочется сменить тему, там, в принципе, но я так понимаю, типа, тут вообще, типа, очень тяжелая тема, очень плохая, очень грустная, вообще, это такая фигня в нашей стране происходит очень часто, вообще по всему миру. С одной стороны, не хочется эту тему вообще затрагивать, но с другой стороны, это же просто, типа, что с этим поделаешь? Бывает же... как это, что с этим поделаешь? На самом деле, мне очень стыдно, что сейчас мне, допустим, мне бы хотелось прийти к этому человеку, например, или как-то даже в его семью, а вы знаете, что у вас папа такой, типа из этой серии? Наверное, кишка тонка. И тогда, наверное, тоже была кишка тонка, что можно было бы заявить на это все. Если, не дай бог, что-нибудь такое, вообще нельзя бояться. Надо идти, говорить, рассказывать об этом, а не закрываться там. Это все нужно пресекать сразу вообще. И всегда найдутся люди, которые тебе помогут. Там даже банально в этот телефон поддержки позвонить, если прям никого не найдете. Там обычно помогают хорошо. Ты звонил, что ли, туда? Нет, у меня знакомые звонили. В смысле, кто-то пережил из твоих друзей изнасилование? Ну да. У меня знакомая переживала изнасилование в 13-14 лет и тоже боялась, всем рассказать. Я ее поддержал тогда, типа. И вот у нас как-то эта тема образовалась, я ее поддержал и говорю, типа, то, что нужно с этим что-то делать. Типа, зачем ты сидишь, типа, молчишь, иди там уже разберись. Проблема уже внутри тебя живет, в твоей башке будет жить до тех пор, пока ты сама не пойдешь и это как мусор из своей головы не выкинешь. Помню, она позвонила в телефон поддержки, разобралась тоже, и у нее сейчас все хорошо. Чего это не стал? Я достаю. Да. Да? Да. Ты сожалеешь, что ты вырос без отца? Когда мне было 13, 12, 14, вот эти 3 года, как же я самокопался внутри себя, самому себе же мозги выкапывал. Был бы у тебя отец, ты бы сейчас нормальным был бы сыном. Был бы у тебя отец, у тебя сейчас бы не было таких проблем. А сейчас мне уже пофиг, просто нету отца, это просто означает то, что мне нужно самому себе постараться в себе воспитать мужчину.
То есть, ну, я не сожалею, то, что у меня нет отца. Все нормально. Один очень хороший человек мне сказал, то, что я могу вот, типа, подать в суд своего отца. Хороший совет, я считаю. Вот тут алименты за каждый месяц моего существования. Ну, план Б, так сказать. Кстати, вот. Одно событие, которое ты хотел. Ну, вот, я хочу еще сам ответить на этот вопрос. У меня был такой один момент. Мне мама всегда говорила то, что мне нужно снимать всю свою одежду, ну, кроме трусов, чтобы мое тело дышало. И вот подруга тоже ночует у моего друга. Мы, типа, втроем ночевали. Я, значит, заставляю ее, короче, снять с нее всю одежду, чтобы у нее тело дышало. Моя мама сказала. Да, я таки говорю. Моя мама говорила, то, что твое тело должно дышать. Все, типа, заставляю ее снять с нее одежду, и слышит старшая сестра моего друга, муж старшей сестры моего друга, все слышат это, и, о боже, это событие, это единственное, что я хочу вычеркнуть из своей жизни. Нет, это не был подкат, я хотел... Искренне да, хотел. я искренне хотел, наивно, очень. Я тогда был очень наивным, и я тогда не знал, что там, не знаю, типа, какие-то, типа, девушка, мальчик, там, девушкам нельзя там так делать, типа, мне было пофиг, просто я приходил такой искренне, снимай одежду, у тебя тело должно дышать, типа, Что такое оргазм? О боже. И как давно ты его испытывала? Вы говорили, то, что тут не будет таких вопросов, ребят. Можно я не... Я, короче, да... Я тебе плачу 2500 рублей и не буду отвечать на этот вопрос. Все, давай договорились. Нет, я могу тебе рассказать, что такое оргазм. Я это знаю. А когда я его испытывала, я тебе не расскажу. Ну, блин, ребята, оргазм можно там получить даже, если когда ты просто банально мастурбируешь, блин, все, типа, кто этого не знает. Так, твоя очередь. Что за не очень вопрос? Ну, блин, вообще, типа, ну, давай я тут 250. Да. Издевались ли над тобой в школе? Расскажи про самый жесткий случай. Ну, так вот. Так. Ему только дай волю рассказать, можешь что-нибудь не рассказать. Я когда только поступал в школу, я помню, как я был очень радостный, когда только поступал в школу. Я проснулся в 6 утра, пошел просто будить своего дедушку, будить своего бабушку и говорить: я уже оделся, когда мне в школу идти пора, я хочу в школу получать знания. Прихожу я, значит, в школу, уже умею читать, потому что бабушка у меня очень мудрая женщина, которая очень хорошо умеет учить. Он пошел в школу в 6 лет. Да, и в 6 лет пошел в школу, потому что я... В 5 лет он уже читал. Нет, в 4. В 4, да. Да, в 4. Я тоже, кстати, в 4 года уже читала. Ну, потому что бабушка у нас очень хорошо умеет учить. Прихожу я, значит, в школу, уже начинаю там типа, выпендриваться. Вот, ребята, я уже умею читать, типа, вы все лохи, короче, я один тут самый крутой. И вот они видят то, что я выпендриваюсь, и начинают тоже в ответ говорить: ну ты, блин, вообще... Меня обижали только из-за того, что я был выпендрежником. Самый жесткий случай, вот у меня друзья были тоже на улице. Играл я, значит, с ними в Assassin's Creed, ну вы поняли. По заборам туда-сюда лазить, вот в заброшки там всякие, там, или в новостройки всякие лазить на вторые этажи. И вот лазю я, значит, на новостройку, на второй этаж, и меня случайно толкают. Чувствую то, что я лежу на пеньке, ну типа шеей к пеньку. И я не знаю, как это вообще произошло, почему у меня шея не сломалась, спасибо Боже. Первое, что я слышу: давай на него посым. Вообще, ну я не обижаюсь, типа вообще, ребята просто тупые попались, не с кем было дружить, да и все вроде. А потом... Я еще помню, когда ты переехал в Якутск, он, получается, закончил школу начальную в Сунтарах, только на якутском разговаривал, очень хорошо. Из-за этого я его, когда привезла в Якутск с 5 класса, я дала его в якутскую школу, в якутский класс. И там начали над ним издеваться, там смеяться, что он как бы похож на русского, а говорит на якутском. А там были одни якуты, и почему-то все говорили на русском. И он постоянно приходил и: мам, что-то, не очень. Давай я буду на русском там разговаривать. И мы назначили с тобой еще, помнишь, играли в дни. 2 дня только на якутском разговаривали, 2 дня только на русском. И, так. Сахалы хатан ханрывны, жестко сунтартан калимаран, жестко сахалы ачи жестко ханракирим. Но он, получается, еще из-за этого случая в 5 классе, да, он вообще наотрез отказался на якутском же разговаривать и перестал
Мы так чисто дома, чтобы он не забыл якутский язык, я типа вот сегодня у нас 2 дня сахалы. Не дай бог хахалы щелбан, там, короче, там. И поэтому он только дома так разговаривал. Да, реально, ко мне подходят там всякие, типа, там, ребята, гопники, типа, ну, что ты там, блин, ты понимаешь, что ты на нашей территории, типа, а ты даже, блин, ты не узкоглазый, типа, что ты тут делаешь? А я начинаю там на якутском по-быстрому базарить, они такие... сахлы, блянда! Типа, ты что, знаешь якутский? Я такой, ну да, типа, Сунтар, ну где мы? Ты что, Сунтаров? О, братан, все, прости, типа, мы больше к тебе лезть не будем. Как подкатить к девушке, которая очень тебе понравилась? Вы думаете, я не знаю? Я вообще... Тогда расскажи, пожалуйста, как ты это делаешь. Я очень люблю удивлять девушек, и тем самым уже они меня запоминают, давать необычные комплименты. Типа Да, я когда официантом, я официантом работаю, девушки там всякие сидят, вижу тут, и они говорят, типа, вам как бы мои сережки, типа, я там вижу, о, нифига себе, у вас сережки, как из этих, типа, как у индейцев, там, богатые жены, когда были, они где-то, богатые женушки носили сережки, и вот мужчины, когда видели этих индеек, не индеек, но этот... Ну, я не знаю, как это на женском роде. Индейцев, девушек, женщин, у которых есть сережки, они говорили, вау, они богатые, на них нужно жениться, чтобы, типа, я как-то так... Жениться на богатой девушке? Или вот даже, я помню, там была девушка со взглядом Райана Гослинга. Я сразу такой, вау, взгляд как у Райана Гослинга. Она такая смотрит, типа, ничего себе. Кто такой Райан Гослинг? Смотрит, такая, он же снимался в каком-то дневнике, там какой-то сериал. Вот почему ты устроился работать. Вы правильно поняли, я устроился работать официантом, чтобы научиться подкатывать к девушкам. Смог бы жениться на девушке с 2 детьми? Это очень сложный вопрос в сфере того, что я бы смог жениться на девушке с 2 детьми только тогда, если бы я уже чего-то добился, если, там, не знаю, где-то когда мне будет там 30-32, там, не знаю, что-то типа такого. Я бы в 20 своих лет никогда бы не женился. Я бы ждал до своих 30 лет, просто для того, чтобы, просто... не ждал, но в 30 лет у тебя, в смысле, 30 лет же ничего тебе на голову не упадет из-за того, что тебе 30 лет исполнилось. Нет, я просто не хочу в свои 20-годие, или как это сказать? 20-годие? Да, промежуток между 20 и 30 годами. Я хочу это провести максимально молодо. Мы это поняли. Смог бы ты жениться на девушке с 2 детьми? Неважно, в 40 лет или в 70 там. Если бы мне просто девушка очень сильно понравилась, если бы у нас были схожие интересы, если бы она была красивой, а дети были бы более-менее воспитанные. Что значит более-менее воспитанные? Более-менее воспитанные, чтобы... Не истерички, типа? Да, не истерички, которые постоянно орут, которые постоянно говорят, где мой скейтов? В этом плане мне очень повезло с вами, конечно. Вы мне никогда не... Один раз было, когда ты мне истерику устроил. Ему было 4 года. И мы пошли на площадь Орджоникидзе кататься на машинках. Там 5 минут, маленькие машинки садятся, там 5 минут проката, и ребенок катается там где-то за 150 рублей, что-то такое. А я в туфельках после работы, в узкой юбочке, сижу там на фонтане, жду его. Покатался, пришел, говорит, я еще хочу. Потом пошел 3-й раз, потом 4-й раз. И я такая, все, на 5-й раз я ему говорю уже... Нет. И он, падает на землю и начинает плакать. Это было ужасно. Я вообще не знала, что делать. Там еще народа так много. Там еще был мой поклонник, который за мной ухаживал. Это было так... Я такая сижу, думаю, Тимур, вставай, пожалуйста. Уговаривала тебя как могла. И в итоге, я легла рядом с тобой и начала плакать. И мы вдвоем лежали и там плакали. И поклонник мой, который пришел, успокаивал нас обоих, он. Я после этого понял то, что так... потом я ему трындец устроила дома. Да. Просто там на площади было очень много народу, и я не могла перед поклонником там орать на своего ребенка и показаться некрасивой. Со скольки лет ты будешь искать свою любовь? Всю жизнь. Я не ищу свою, я не ищу свою любовь. У нее и так уже есть любовь, понимаете? Ее сыновья, мой брат, я для нее уже любовь. Не ищи мужа. Что?
Ну, вы же не против. Ну да. Зачем искать любовь, если у нее это уже есть? Типа, Да, какой-то... ну, в тот период, когда я считал то, что я не люблю свою мать, тогда был Салават, который, о боже, как же он просто... У тебя был период, когда ты не любил свою мать, ты сказал? Угу. Ну, помнишь, там всякие, типа, я говорил то, что, блин, какая же у меня мама плохая, не разрешила мне пойти гулять, какая же у меня плохая мама, не купила мне ничего, а сама себе постоянно что-то, какие-то шмотки покупала. Я вспомнила, как ты еще... Я ненавижу свою маму, он написал кому-то, да? А я прочитала его телефон. Это было в 7-8 классах. И я, короче, на него решила жестко наехать. Ты, короче, пишешь там своим там подружкам, жалуешься на маму. И он такой, ты зачем читала мои сообщения? И я такая, упс, сори. На этом и замяли этот разговор. И вот я как бы не то чтобы там ищу там любовь, я знаю, что когда мама счастлива дома, счастливы дома все. И что значит найти любовь? Это тоже очень глубокий такой вопрос. Нужно любить себя, то, что ты делаешь, свой дом, то, что тебя окружает. И когда тебя саму наполняет вот эта любовь, как таковой необходимости нету там ходить искать кого-то, кто должен тебя любить, там еще что-то делать. Ты сама ходишь, даришь эту любовь, и это очень круто. Жить для детей без любви ты бы смог так? То есть, получается, семья сама по себе существует, есть отец, есть мама, есть дети. Но между мужчиной и женщиной давно уже нету любви, никаких нету отношений. Но чтобы детям было хорошо, они продолжают жить вместе, хотя возможно, что они даже на стороне, там какие-то у них другие отношения. Конечно нет, я бы не смог. Типа, зачем жить в семье ради детей без любви? Семья — это когда все любят друг друга, все абсолютно без исключения. А жить только ради детей — это абсолютно просто, я не знаю, это даже хуже детям, наверное, так будет, потому что они не будут видеть, что такое вообще любовь. Он у меня такой милый. У тебя был профиль на сайте знакомств? Помнишь, год назад я такая, я хочу выйти замуж за иностранца. И ты такой, мама, знаешь, что есть такой сайт знакомств Tinder? Зарегистрируйся типа в Тиндере и там познакомься типа с каким-нибудь иностранцем. И таким образом я узнала, что такое Tinder. Представляете, у своего сына. Ну, недолго я там тусила. Я там даже с иностранцами из Канады познакомилась. Ну, очень сложно общаться. Вот английский не шаришь? Ну да. Так, знаешь, там хочется же более глубже общаться, а там как-то поверхностно. I'm from Якутия, и все. Ты бы встречался со мной, если бы мы были одноклассниками? Нет. В смысле, я некрасивая? Я в девушках еще различаю характер. У тебя характер, он такой, типа, вау, нифига симпатичная девушка, пришел бы такой, пообщался, а потом вижу ее характер, внутренний мир, и такой, ну, блин. Что это значит вообще? Я Ну, не типа, понимаю. это Ты что ты хочешь этим сказать? Ты очень любишь там что-то себе придумывать, и потом обижаться на это. Мне такое вообще не Так нравится. девушки же все такие. Ну, вот именно. И что делать? Ну, вообще, что делать? Так ты бы со мной встречался или нет? Вообще нет, ни в коем случае. Я бы с тобой тоже не встречалась. Да, вот именно, ребят. Вообще, блин, не подходим друг другу. Вообще. Так. На чем ты училась целоваться? Мы с подружкой в 9 классе поехали покупать персики. Мы уже в 9 классе, типа, нужно обязательно там, поцеловаться. Как это делать? Мы не нашли ничего, кроме помидоров. И мы учились на помидорах целоваться. Она еще такая, высасывать не надо, говорит. Я такая присосалась, и все, внутри все съела так. Она говорит, зачем ты это? Ты же должна была научиться целоваться. Типа. Не жрать помидоры. А у тебя какой был первый поцелуй? Я со своей девушкой, когда целовался, там это настолько все страстно было. Она впилась своими зубами в мои губы, а мне нужно было терпеть. Я же тогда был таким, типа, мальчиком, который пытался всем понравиться, типа, я ей ничего не сказал. Типа, ну ладно, первый поцелуй, думаю, девушка, наверное.
Не, даже не помидор, помидор он какой-то невкусный, персики. Сочные персики всегда лучше. Да? Чем девушка? Да. Это странно. Когда еще раз мы будем кушать ту, помнишь, типа 5 разных ингредиентов в одной тарелке, короче, смешиваешь, короче, и кушаешь. Поке? Да, поке. Когда еще будет поке? Или поке? Давай завтра. Давай. Да, я хочу поке. Все. Вот весь вопрос, который я хотел задать своей матери. Когда ты научишься стирать носки? Чтобы каждый день их Почему? стирал? Почему их нужно стирать? Их же можно просто выкинуть в стиральную машину и все. Ну это же для того, чтобы наполнилась стиральная машина. Знаешь, сколько вещей нужно? Ты же одни носки Ну, значит, не надо постираешь. просто купить кучу носков и носить их каждый день и так И просто потом стиральную. куча носков грязных твоих будет по всей квартире валяться. Нет, я их просто буду кидать в одно место. Из одного места будет. Да, в Я одно- прям в представила куче эту носков кучу, просто. которая еще такой, знаешь, как в мультике, там, знаешь, запах такой. Одеваешь их на руку, стираешь их мылом вот так вот под водой, вот так прям пятки, короче, жестко стираешь, потом споласкиваешь прям все хорошо, чтобы мыло вообще не осталось, а потом снимаешь носок с руки и выжимаешь хорошенечко, потом их отряхиваешь, так делаешь, тянешь, и потом аккуратно вешаешь. Как нужно стирать носки, как наконец-таки мне мама сказала. Так ты будешь стирать свои носки или нет? Да, буду. Сегодня я заработал 2500 рублей, ребята, и узнал много чего нового. Как стирать носки, что такое оргазм. Да, на чем надо учиться целоваться. Вообще, ребята, очень много нового узнал. Ставьте лайки под это видео, потому что вам по-любому понравилось наши рассказы. Если не понравилось, то тоже ставьте лайки, потому что если вам не понравилось, то у вас просто вкуса нету. Комментарии пусть. Да, комментарии всегда оставляйте, репостите видео. Ну, делитесь своими видео со своими друзьями, Да, может быть, это им тоже очень понравится. Да, интересно. очень интересный контент. Дай мне тоже сказать что-нибудь. Все, всем спасибо за внимание. Нет, давай еще раз. Что мы хотим сказать в завершении? Спасибо нашей героине, что она согласилась рассказать обо всем этом. Об этом нужно говорить. И мы желаем, чтобы ни с кем никогда такого не происходило. А если и происходит такое, то все эти уроды, гады должны быть наказаны. Молчать об этом не нужно. Всем пока. I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit the fence, but it hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes